Мы проработаем данный вопрос. Питание бесплатное должно быть. Вопросов с горячим питанием, что в теории должно быть, но на практике не всегда и не везде, сегодня поступало много. Так несколько раз повторялась претензия, что каши холодные и невкусные. Смотрите, вот каша. Постучи по ней. К примеру, это видео, как сообщают в соцсетях, сняли в 31-й школе Нижнекамска. Руководству школы поручено усилить контроль за качеством и температурой еды. При организации детского питания поставка продуктов находится на контроле президента республики, и ему докладывается информация о всех тех замечаниях, которые поступают. По поводу вкусной и невкусной, если каша всегда бывает вкусной, поэтому просто надо ребят, детей приучать к этой пище. Еще одна проблема – нехватка школьных поваров. Так из-за этого неделю не было горячих обедов в 21-й школе Альметьевска. Об этой истории мы рассказывали в понедельник. Работники сетовали. Усложнилось меню. Бесплатникам одно, платникам другое. Плюс потоки детей разделены из-за коронавируса. И фактически школьная столовая работает с утра и до вечера. В школе тяжело работать, да. Жительница Казани Елена Персиянова сама работала школьным поваром, но не выдержала и уволилась. Не хватает поваров, потому что зарплата очень маленькая. Целый день на ногах и перемена. Дети-то все равно у нас какие сейчас. Меня там со скорой помощи даже увозили в больницу. А что случилось? Ну, потому что они как бешеные налетают все. Как сделать труд школьного повара более привлекательным, этот вопрос будут решать на республиканском уровне. Конечно, есть проблема нехватки поваров, мы эти вопросы закрываем, поэтому эти вопросы поднимались вчера и в Госсовете. Я думаю, в дальнейшем вот те моменты, которые возникают в ходе организации горячего питания не только для начальных классов, в целом по школе, мы будем закрывать. Также у родителей есть вопросы, почему горячим обедом кормят в 8 утра. Нужно сразу и с вашей стороны информировать Кабинет министров республики и Министерство образования для того, чтобы мы это отрабатывали. Потому что некоторые недоговоренности, они возможны. Это значит, что где-то недостаточно информировано, где-то недостаточно сформулировано, что это за прием пищи. Потому что на самом деле в некоторых учреждениях может быть и завтрак, и затем прием пищи, который в соответствии с тем поручением, которое выполняется по поручению президента Российской Федерации. Еще появляются сообщения, что бесплатно это только для льготников. Нет, 100%. Я сказал, 209 тысяч детей мы всех кормим бесплатно, горячим питанием. Только за час на прямую связь поступило несколько десятков звонков от родителей. Были и письменные жалобы. Учитывая актуальность темы, все вопросы можно будет адресовать в течение всего учебного года. В Министерстве образования республики открыли постоянную горячую линию. Роспотребнадзору поручено проводить неплановые проверки, ежеквартально докладывать о положении дел. Дмитрий Ирина, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.